Международные правозащитные организации призывают ввести санкции в отношении высокопоставленных таджикских чиновников из-за репрессий, развернувшихся в стране после подавления протестов в Горно-Бадахшанской автономной области. Правозащитники обращают внимание на череду смертей памирских активистов за решеткой. После подписания мирного соглашения часть этих полевых командиров интегрировались в властные структуры. Памирцы не дали своих не арестовать, не убрать. 35-летний Аслан Гулобов, гражданский активист из Горного Бадахшана, умер в июне этого года в тюрьме. Причиной смерти называли желудочное кровотечение. Гулобова в августе 2022 года приговорили к пожизненному сроку по обвинению в причастности к убийству генерала Комитета нацбезопасности, которое было совершено 10 лет назад. К сожалению, сегодня на территории Таджикистана общая масса, то есть большинство, кормится только этой пропагандой. Альтернативы другой, информационной, не существует в регионе, в Таджикистане. Связь с регионом, именно Бадахшаном, полностью отрублена. Даже сотовая связь отрублена, не говоря об интернете. Естественно, там не будут идти какие-то фотоотчеты, видеофакты преступления силовиков Таджикистана. В январе 2025 года в душанбинской тюрьме не стало 50-летнего Кулмаммада Паллаева. Незадолго до смерти он жаловался на резкие боли в области желудка и живота. Через полгода в тюрьме умерли 39-летний Эраншо Махмадрахимов и 61-летний Музаффар Давлатмиров. Все они были арестованы и заключены в тюрьму после операции силовиков в Рушане и Хароге. Мы решительно осуждаем недавние необъяснимые смерти как минимум 4 памирских активистов в тюрьме, отмечают в своем заявлении 8 международных организаций. Плохие условия содержания под стражей, проблемы с доступом к медицинской помощи в местах содержания под стражей и случаи смерти в местах лишения свободы являются системными проблемами в Таджикистане. Это вот все вранье, что по телевидению скажет, там Таджикистан, там Харок, вот это телевидение скажет, это все вранье. Там пристрелка, они зашли туда в шлаке, там пристреляли вот эти ребята и ушли. Заявление, распространенное 4 августа, подписали Антидискриминационный центр «Мемориал» в Брюсселе, Цивикус, Международная организация сообществ, Международная федерация за права человека, Международное партнерство за права человека, Бурундийская лига прав человека ИТЕКа, Коалиция за гражданскую активность и Всемирная организация против пыток. Мы осуждаем продолжающиеся целенаправленные пытки памирских активистов, которые находятся под стражей. Их принуждают давать признательные показания по сфабрикованным обвинениям или обвинять коллег-активистов, проживающих за рубежом, подчеркивают правозащитники. Следует отметить, что преследование гражданских активистов, критиков режима и религиозных деятелей практикуется таджикским режимом уже на протяжении 30 лет. Силовики пытками выбивают признательные показания и показания для других сфабрикованных уголовных дел. Но даже после вынесения приговора большинство заключенных по таким делам находятся под особым контролем и постоянным давлением со стороны тюремной администрации. И, разумеется, если спецслужбы дают управлению исполнения наказаний задание довести до смерти кого-либо из заключенных, это для таджикских тюремщиков не составляет никакого труда, учитывая плачевное состояние пенитенциарных учреждений в Таджикистане. Достаточно всего лишь создать заключенному несовместимые с жизнью условия, не выпускать человека из сырого штрафного изолятора, постоянно фабрикуя в его отношении новые и новые дисциплинарные взыскания, чтобы человек, особенно если он уже сам по себе не молод и здоров, умер сам от болезней и истощения. То, что делается в России, нужно умножить на, может, 7, 10? 3, 4, и то совершают в Таджикистане, в таджикских тюрьмах. И представьте себе, что такого молодого, здорового человека, чтобы уломать его, на какие пикты.